Губадья. Губадья – одно из главных угощений при больших торжествах. Губадья – это круглый пирог с многослойной начинкой, состоящий из корта сушеного творога, отварного рассыпчатого риса, мясного фарша с пассированным репчатым луком, рубленого яйца, распаренного изюма, кураги или чернослива без косточек. Для приготовления губадьи можно использовать как дрожжевое, так и пресное тесто, но для губадьи в тесто кладется масло побольше. Губадья бывает мясная и с фруктами, то есть без мяса. Ее подают в горячем виде, как второе блюдо. Губадью готовят и к чаю, только в 2 раза тоньше и с фруктовой начинкой. По дороге в Казань постоянно я между Мамадыш, не доезжая Мамадыш, кажется, там есть павильон, и там татарки из деревень ближайших торгуют. Я всегда люблю брать губадью там. Или еду из Казани, покупаю и с удовольствием потом пью чай дома. Губадья – это сложный праздничный пирог. Она должна отличаться от других пирогов, у которых начинка представляет смесь определенных продуктов. Губадья в разрезе представляет ярко выраженные слои различных продуктов, гармонично сочетающиеся как по вкусу, так и по цвету. Губадья с мясом. Тесто раскатать размером побольше сковороды, положить его на масляную сковородку и сверху смазать маслом. Очень тонким слоем кладется отварной рис, чтобы дно губадьи не отсырело от корта. На него готовый корт, затем ровным слоем толщиной 3 мм снова отварной рис, пропущенные, что-то у меня лисы на уме, из мяса лиса, что ли, захотелось губадью-то. Снова отварной рис, пропущенные через мясорубку мясо, потом обжаренные на сковороде, толщина слоя 8-10 мм. На мясо снова положить тонким слоем отварной рис, на него крутое, мелко нарубленное яйцо и опять отварной рис. Сверху кладут слой распаренного изюма, курагу или чернослив без косточек. Всю начинку обильно поливают топленым или распущенным сливочным маслом. Начинку покрыть тонким слоем раскатанного теста, края защипать и надрезать зубчиками. Перед тем, как посадить в печь, губадью надо смазать сверху маслом и посыпать крошкой. При средней температуре губадья печется 40-50 минут. Готовую губадью нарезать кусочками и подавать в горячем виде. Можно готовить мясную губадью и без корта. На одну среднюю губадью весом 2,5 кг необходимо взять тесто 750-850 граммов, готовый текст корта от 250 до 300 граммов, рис отварного от 1 килограмм до килограмм 200 граммов, мясо жареного 400-500 граммов, лука жареного 100 граммов, яиц 6-8 штук, изюма или других фруктов 200-250 граммов, масла сливочного или топленого 300-350 граммов, масло для смазки сковороды 50 граммов. Приготовление корта из творога. Для приготовления корта необходимо брать посуду с толстым дном. В готовый творог добавляется молоко и сахарный песок. Эту смесь кипятить на медленном огне при непрерывном перемешивании. Масса становится желтой, влага испаряется и корт остается в виде желтых крупинок сухими, готовыми. Для длительного хранения корт следует высушить либо на солнце, либо в печи или духовом шкафу. На 1 килограмм творога молока 300 грамм, сахарного песку 100 грамм. Приготовление из сухого корта мягкой массы корта для губадьи. Сухой корт растолочь, просеять через сито. На 500 грамм корта добавлять 100 грамм сахарного песку, 150-200 грамм молока, 100 грамм топленого масла. И все это перемешать и проварить 10-15 минут до образования однородной массы. Получается густая кашица.
Массу охладить и использовать для губади. Приготовление отварного риса. Рис перебирается, промывается 1-2 раза холодной, затем несколько раз горячей водой и кладется в кипящую соленую воду. Чтобы он был рассыпчатым, надо воды взять в 6-7 раз больше, чем риса. Во время варки рис нужно несколько раз перемешать. Готовый рис откидывается на сито и промывается горячей водой. Сваренный рассыпчатый рис кладется в неглубокую посуду, добавляется растопленное масло и все перемешивается. Приготовление мясного фарша. Говяжье или баранье мясо очищают от пленок и сухожилий, мелко режут, пропускают через мясорубку, а затем кладут на горячую масляную сковородку. Солят, перчат. Во время жарка перемешивают. Если получается густая начинка, то добавляют бульон. По вкусу можно положить в фарш жареный репчатый лук. Приготовление крошки. 250 граммов сливочного масла положить 500 граммов просеянной пшеничной муки, 20-30 граммов сахарного песка. И все это тщательно растереть руками. Можно готовить крошку и без сахара. По мере растирания масло смешивается с мукой и образуется мелкая крошка. Перед тем, как посадить губадью в печь, посыпать ее сверху этой крошкой. Рыбные табе. Табе, короче. Для этого блюда, рыбный табе по-деревенски, для этого блюда берется небольших размеров рыба, лещ, карп, карась. Хорошо обработать рыбу, промыть снаружи и изнутри натереть солью и перцем. Приготовленную таким образом рыбу уложить на масляную сковородку, сверху обильно полить сметаной и поставить в духовку или протопленную печь. Через 15-20 минут рыбу посыпать мелко нарезанным репчатым луком и снова поставить в духовку или печь на 10-15 минут. Рыбное табе подается на стол горячим в сковородке. Суп шулпа. Суп шулпа аппетитная. В кипящую прозрачную насыщенную шулпу бульон положить 1-2 куска отварного мяса и дать еще 3-5 минут покипеть. Готовая шулпа разливается в тарелки, добавляется тонко нашинкованными кольцами сырой репчатый лук и зелень. Шулпы 400 граммов, мясо 50-75 граммов, лука репчатого 50 граммов, соль, перец по вкусу. Странно, у нас на родине малой в Оренбургской области шурпа называют, а это шулпа надо. Совсем там татары ассимилировались. Суп шулпа в горшочке. Этот суп готовится в маленьком емкостью в 500-600 граммов в горшочке. Отдельно отварить мясо, говядину или баранину с косточкой. Бульон процедить, а мясо нарезать на 2-3 кусочка с костью. Подготовленное мясо, картофель, морковь, нарезанную кружочками лук, нашинкованный полукольцами, кладут в горшочек, салат, солят, перчат, добавляют бульон, масло топленое, ставят в духовку и варят до готовности. Перед подачей посыпают нашинкованной зеленью. Шулпа подается на стол в глиняном горшочке с деревянной ложкой. Суп шулпу можно также перелить из горшочка в глубокую суповую тарелку. Говядины или баранины 100 граммов, картофеля 100-150 граммов, моркови 20 граммов, лука репчатого 25 граммов, масла топленого 10 граммов, бульона 300 граммов, соль и перец по вкусу. Токмащ. Токмач — это тот же суп-лапша.
Токмач делают на бульоне из говядины, баранины, курицы или индейки. Его можно готовить с картофелем или без картофеля. В кипящий процеженный бульон положить крупно порезанный картофель, шинкованный кольцами репчатый лук и кружочками морковь. Через 25-30 минут, когда сварятся овощи, запускается лапша. Когда она всплывает наверх, поварить еще 2 минуты и снять кастрюлю с огня. Отварное мясо или курицу нарезать на порцию, положить в тарелку и залить горячим супом. К супу можно подать катык. Если токмач готовится для торжественных угощений, то суп подается без мяса и без картофеля, только с лапшой. Приготовление лапши. Просеянную муку высшего или первого сорта высыпать на доску холмиком, сделать в нем углубление, налить холодную воду или остуженный бульон, добавить яйца, соль и замесить достаточно крутое и вязкое тесто. Разделить его на небольшие шарики, каждый из них раскатать толщиной до 1–1,5 мм и оставить шарики миллиметр, не сантиметр они тут, мне кажется, здесь ошиблись. Это что-то они загнули тут. Разделить на небольшие шарики, каждый из них раскатать толщиной до 1–1,5 мм. С ума сошли. Наверное, это сантиметр, что ли, да? Оставить на 10-15 минут. Или все-таки миллиметров, да. На 10, наверное, да. На 10-15 минут для подсушки. Вообще миллиметры. Вы что, с ума сошли? Миллиметр это сколько? Ну ладно. Наверное, скорее всего, так есть. После чего нарезать полосками шириной 4-5 сантиметров. Положить их друг на друга и мелко нашинковать соломкой. Лапшу можно также нарезать ромбиками, треугольниками или квадратиками. Для приготовления лапши на 1 кг муки берется жидкости 200 граммов, яиц 2 штуки, соли 30 граммов.